Бережное отношение к природе. Мы все хотим дышать свежим воздухом, жить в чистом городе, питаться натуральными продуктами. Однако зачастую эти блага мы воспринимаем как должное, без понимания того, что от нас самих зависит их сохранение и приумножение. Во многих городах Кыргызстана качество воздуха в последние года стало хуже. Причина тому – вредные выбросы, которыми сопровождаются разные виды человеческой деятельности. Это и транспорт, и отопление, и другие факторы. Безусловно, устранение или поиск альтернатив для некоторых из них – задача долгосрочная и непростая. Однако уже сегодня мы можем стать более сознательными и перестать, к примеру, сжигать листву на субботниках. При сгорании 1 тонны растительных остатков в воздух высвобождается около 9 килограммов микрочастиц дыма. В их состав входят пыль, окиси азота, угарный газ, тяжелые металлы и ряд канцерогенных соединений. С листьями может сгореть и мусор, а это существенно усиливает загрязнение атмосферы. Кроме угроз здоровью, сжигание листьев и сухой травы приводит и к другим негативным последствиям. В сухих листьях сгорают зимующие в них полезные насекомые. При сжигании они погибают. Разрушается почвенный покров, погибают грунтообразующие микроорганизмы. Огонь уничтожает семена и корни травянистых растений, повреждает нижнюю часть деревьев и кустарников и верхние части их корней. При сжигании травы на приусадебных участках и стерни на полях возникает угроза возникновения пожаров, возгорания жилых домов. Поэтому, если у вас в ходе субботника накопилась сухая листва и мусор, отнесите их в мусорные контейнеры, но не сжигайте. А если вы увидели, что кто-то сжигает листву, то сообщите об этом взрослым, которые, в свою очередь, должны уведомить компетентные органы о нарушителе. Нарушением будет считаться и поджог сухой травы. Многие весной таким образом избавляются от сухотравья, не задумываясь, что последствия такого умышленного поджога – разрушенная экосистема, погибшие звери, насекомые и птицы, лесные пожары и едкий дым в городах. Конечно, возгорание происходит иногда неумышленно. Порой для пожара хватает одной непотушенной сигареты. Чтобы минимизировать риски, обращайтесь с огнем аккуратно. Не оставляйте без присмотра костры. Спрячьте от детей спички и зажигалки. Не проводите сварочные и другие огневые работы в сухую и ветреную погоду. Не выбрасывайте стеклянный мусор. Бутылки могут сработать как линзы и спровоцировать огонь. Если вы увидели, что горит трава, сообщите об этом взрослым или позвоните в единую службу 112. На теме уборки мусора на природе хочется остановиться отдельно. Есть несколько правил, как не навредить природе во время поездки на шашлыки. Если вы любите пикники, заранее подумайте об утилизации отходов. Перед поездкой закупите пакеты под мусор. Старайтесь избегать использования всего одноразового. Постарайтесь не пользоваться влажными салфетками, если воды у вас с собой достаточно. Не берите с собой на пикник бытовую химию, средства для мытья посуды и тому подобные жидкости. Кусок натурального хозяйственного мыла – это все, что пригодится вам, чтобы застирать случайные пятна на одежде или очистить что-либо от грязи. Если на поляне для своего пикника вы обнаружите мусор, оставленный другими туристами, соберите весь мусор, и свой, и чужой. Пусть это станет вашим золотым правилом. Если вы разжигали костер, то обязательно потушите его большим количеством воды перед тем, как соберетесь домой. Кстати, о костре. Разводите огонь в специально оборудованных для этого местах или там, где есть старые кострища. Если таких мест нет, то вы должны правильно подготовить будущее кострище, окопать его с помощью лопаты или других подручных средств. Ни в коем случае не используйте в качестве дров ветки деревьев, которые вы тут же сорвали или спилили. Позаботьтесь о дровах и захватите их из дома. Портить деревья и кустарники, отламывать ветки, делать рубцы на коре категорически нельзя. Дерево – живой организм, и оно может погибнуть от таких манипуляций, а мы буквально минуту назад упоминали потребность человека в свежем воздухе. Не стоит забывать, что за год 1 гектар деревьев избавляет атмосферу от 3,6 тонны углекислого газа. Бережно стоит относиться не только к растениям, но и к птицам, животным и насекомым. К примеру, чтобы любоваться бабочкой, не обязательно ловить ее и тем самым подвергать риску смерти. Как не лучшая идея и ради любопытства разорять муравейник. В нашем мире есть
определенный баланс, нарушение которого может привести к необратимым последствиям. Именно поэтому стоит бережно относиться к растениям, земле, диким и домашним животным.